На севере республики жалуются на нечищенные кровли, на юге недовольны сосульками и огромными лужами. Весна, пожалуй, самый напряженный период для коммунальщиков. Чтобы проверить их работу, в Общественной палате республики сегодня состоялась прямая линия. Тема «Жилфонд. Проблемы с уборкой снега и очисткой крыш». Подробности знает Анна Зубрева. Типичный сыктывкарский двор, каких сотни. Оттепель дает о себе знать, под ногами каша и лужи. Но главный экспонат на выставке «Весна-2021» – вот такие горы снега. Дети, конечно, видят в них возможность прокатиться с ветерком. А вот у взрослых, как всегда, мысли не столь романтичны. Буквально через пару недель здесь разольется целое озеро. Двор на Малышева, 14 за последние сутки стал одним из самых популярных в интернете. Люди фотографируют и негодуют, почему снежные массы до сих пор у них во дворе, а не на полигоне. Не все знают, вывоз снега не входит в минимальный перечень услуг управляющей компании. Оказывается, за это нужно отдельно платить. Удовольствие, надо сказать, недешевое. Работа погрузчика, сама перевозка и размещение на полигоне обходится в 200-300 рублей за 1 куб снега. А вот что управляйка точно должна обеспечить, так это очистку тротуаров и кровель. Нарушение договора влечет за собой административную ответственность и крупные штрафы. Если доказана вина, суммы существенные. Если на юридическое лицо штраф административный от 250 и выше. Тысяч рублей. Жители многоквартирных домов часто не понимают, каким образом можно решить вопрос, и напрямую обращаются в органы местного самоуправления. Хотя в ответе именно управленцы жилфонда, например, управляющей компании или ТСЖ. В первую очередь необходимо подать заявку, это может быть как устный звонок, так и письменное заявление в свою управляющую компанию или ТСЖ. И в случае, если управленцы жилфондом сигнал гражданина проигнорировали, вот тогда уже имеет смысл привлекать органы надзора, в частности Государственную жилищную инспекцию. У нас сеть ГЖИ функционирует во всех муниципальных образованиях Республики Коми. Но если и там вовремя на запрос не отреагировали, как конечный пункт вашей жалобы – профильное управление местной администрации. К слову, больше всего сигналов сегодня поступает не от столицы Коми, а от северных и далеких – Воркуты и Инты. И в основном касаются они нечищенных кровель. Анна Зубарева, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.